Я не призываю там каждого идти, там, брать оружие, да, и воевать. Но элементарно, вот даже сейчас приведем на примере то, что мошенниками телефонными миллиард был выманен у жителей, у граждан за вот этот год. Миллиард рублей. Люди берут кредиты, берут долги, влезают ценой своей жизни, отдают деньги мошенникам. Миллиард переведен в банк ВСУ. А когда ведутся сборы, элементарные сборы на аптечки бойцам 100 тысяч рублей, и денег нету. Собирают по 2-3 месяца. Это же осознанность людей, когда бабушка приходит, последние 100 рублей ложит сынкам на фронт. И когда сидит там моего возраста человек, который, вообще он находится в хорошем физическом здравии, в хорошем положении, он кушает хорошую пищу, ездит на своей машине, живет в составе своей семьи хорошо, потому что там умирают люди, и он этого не понимает. То, что там за него вот сейчас, за счастье его семьи борются люди. И я вот просто рекомендую проснуться. Потому что вот в этом очень большая проблема. Почему ветераны СВО, которые приходят с фронта вот, ранеными, да, или по обстоятельствам каким-то, они приходят сюда, они как чаще всего злые, и им трудно адаптироваться. Потому что они после увиденного там ада не понимают, как здесь может жизнь происходить. И, к сожалению, общество бывает этого тоже не понимает и отталкивает ветеранов. Тут нужно просто осознанно подойти и помогать парням. Помогать парням воспитывать детей. Да просто элементарно даже, когда вы ходите из откуда-то с помещения, придержите вот так, откройте дверь и придержите эту дверь, пусть пройдет бабушка, девушки пусть пройдут, потом вы, куда вы торопитесь? Это элементарно все начинается с малого, приходит к большому. Но, к сожалению, я говорю, это было навязано нам вот такое вот воспитание. Я сам воспитывался практически в таких условиях. Хорошо то, что у меня были вот мои родители, которые меня направляли, и мой тренер, мои родители, мое окружение, которое, если где-то я уходил в сторону, меня снова ставили по направлению, я шел. Вижу в республике.